Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 24 по 30 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы, поэтому обязательно смотрите знак асцендента, либо лунный знак. Вы найдете для себя какие-то подсказки дополнительные. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально и помните, что ваша судьба только в ваших руках. Ставьте лайки для обмена энергиями, и если я что-то в данных прогнозах не замечаю какое-то совпадение, вы обязательно пишите мне в комментариях, я отвечу, что может обозначать данное совпадение. Итак, козероги. С 24 по 30 октября события. Козероги. Так, ну что, давайте-ка будем смотреть, ребята. Так, первое событие есть у нас какое-то скользкое предложение. Главное в этом деле не пойматься на удочку. Не ведитесь. Не ведитесь. Какое-то скользкое предложение. Так, а по поводу чего? То есть давайте-ка приблизительно хотя бы посмотрим, по поводу чего может касаться такое предложение, с чем связано скользкое дело. Не обязательно у всех оно так отыграется, но скользкое предложение может показывать о каком-то окончании. Слушайте, ну тут совсем нехорошее предложение. Ни в коем случае не соглашаться. Это будет потеря. Потеря может быть даже потеря, окончание чего-то. Потерять можно что-то можете потерять. Смотрите, у кого-то потом будете сильно переживать, и для вас это будет как кармическая какая-то ситуация, и будете потом бегать по инстанциям и чего-то добиваться. Поэтому не попадитесь на крючок, на это предложение. Это может касаться также каких-то маленьких помещений, подвалов, каких-то перемен. Потеря, смотрите, у нас там выпали крысы, потеря каких-то перемен может быть. Вот. Потеря перемен. А перемены вполне возможно вам нужны какие-то. А если вы согласитесь на какое-то вот это вот скользкое предложение, то можете многое потерять. Можете что-то потерять. И притом многое. Так, дальше идет у нас хорошая новость. Может быть, смотрите, может быть два варианта. Либо хорошая новость от того, что вы дальше все наладится, потому что вы отказались от какого-то скользкого дела, либо вот такая вот новость, которая вам покажется достаточно хорошей, но на самом деле это может быть такой вот обман. Опять, так, смотрите, у нас хорошо проигрывается лунное затмение фактически у всех знаков зодиака. У всех знаков зодиака выпадает Луна. О чем она говорит? Она говорит о каком-то очень важном событии, о влиянии именно лунного затмения, вполне возможно, на этой неделе, особенно у вас. Могут быть какие-то переживания и какие-то страхи. За что-то вы будете очень сильно переживать. Что-то может быть связано еще с какой-то взрослой женщиной, потому что Луна все-таки это взрослые женщины у нас, мамы, бабушки, какие-то родственницы по роду. Это то, что связано с вашим родом. Так, либо может быть какое-то событие очень важное в этом месяце для вас, либо это событие может быть через месяц, начиная с того момента, когда вы посмотрели это видео. Так, также это может быть событие, которое происходит каждый месяц в одно и то же время. К примеру, оплата чего-то.
Так, дальше смотрим. Вот так. Так, смотрите, здесь у нас сопутствующая карта замок, которая говорит о чем-то закрытом, о том, чего вы не знаете, что-то скрыто от вас. И либо не будет движения никакого. Вот не будет движения никакого. И это связано с этим скользким делом. Но мы его перевернуть не можем, поэтому это сопутствующая карта, тоже своего рода предупреждение. Дальше. Так. Так. Дальше у нас пока что событий нет больше, да? Угу. Ну, смотрим дальше. Так, есть встреча с другом. Встреча с другом или с подругой. Может быть, для вас это будет хорошая новость. Либо этот друг вам что-то посоветует, либо этот друг может сделать вам такое какое-то предложение. То есть, ну, в любом случае, все равно нужно быть, держать ухо востро. Так, дальше смотрим. Есть у нас победа, успех в чем-то. Это уже радует. Так. Так, и давайте-ка будем смотреть, что у нас еще совпадает. Какие у нас есть еще совпадения? Угу. Так. Угу. Так, здесь пока нет. Здесь тоже. Здесь. А, есть у нас еще, смотрите, цветочек, исполнение желания у нас есть. Так, исполнение желания. Победа, исполнение желания, ну, в принципе, это очень хорошо. То есть начало у нас было, значит, не попадетесь на эту удочку. Значит, вас, может, друг отговорит или придет с каким-то другим предложением, либо посоветует что-то. Какая-то хорошая новость придет. Безвыходной ситуации не бывает. Если только захотеть, можно и в космос полететь, да? Смотрите, и у нас все заканчивается замечательно. То есть победа и успех и исполнение желания, в котором, может быть, посодействует вам этот друг, как вариант. Либо просто, вот смотрите, либо просто вот какая-то встреча с другом, а тут уже победа в чем-то, в каком-то деле, исполнение желания. Но в любом случае есть такое дело. Так, хорошо, давайте-ка будем смотреть еще. Я тут посмотрю еще. Так, ага, у нас сопутствующее какое-то нерешенное дело, да, то есть у нас есть сопутствующая карта, которая говорит о том, что есть какое-то нерешенное дело, какое-то скользкое дело, либо, может быть, по нерешенному вашему делу, которое давно уже достаточно длится, будет предложение, но нехорошее, не стоит за него браться. Так, а встреча у нас тут есть, будет встреча. Вот встреча либо с другом, либо по поводу вот этого дела нерешенного. И все разрешится достаточно положительно. Так, хорошо. Так. Встреча. Что еще у нас тут есть? Удача, слушайте, ну замечательно, все прекрасно.
удачное стечение обстоятельств и исполнение вашего желания. Ну вот, наверное, кто посмотрел этот прогноз, у того все будет замечательно и прекрасно. Смотрите. Так, тут еще у нас... Ну, тут нету, и тут тоже. Так, хорошо. Все, подытоживаем, что у нас тут получается. Смотрите, в начале недели есть некие переживания и страхи по поводу какого-то вполне возможно нерешенного дела. Может быть, предложение какого-то скользкого дела, в котором не стоит попадаться на удочку, иначе будет какой-то обман и потеря многого. Так, также будет встреча, может быть, по поводу этого дела, может быть, встреча с другом. Но есть у нас тут разрешение всего очень удачно. Смотрите, у нас есть встреча с другом. Вполне возможно, этот человек придет к вам с хорошей новостью, либо этот человек может вам что-то посоветовать хорошее, да, либо принести, либо какую-то информацию вам передать, и вы для себя сделаете какие-то определенные выводы. Вполне возможно, вы не попадетесь на это скользкое дело, потому что все разрешается достаточно успешно и удачно для вас. Есть исполнение желания, есть победа и есть удачное стечение обстоятельств. Замечательный расклад. Так. Так, давайте-ка еще посмотрим для вас совет. Совет, козероги, для вас совет от ангелов. Что посоветуют нам ангелы? Так, с 24 по 30 октября совет нам нужен. Звезда. Мечта становится явью. Поверьте в себя и завершение трудной ситуации. Вот такой вот для вас прогноз, дорогие мои. И десятка Рафаила, это десятка кубков. Любовь и благодать наполняют вашу жизнь. Гармония в отношениях с членами семьи и счастье. В общем, все достаточно счастливо и удачно закончится для вас. Так, вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока. До новых видео.